В Абхазии побывала делегация Минэкономразвития России. С абхазской стороной обсуждалась программа социально-экономического развития республики на 2026-30 годы и планы по инвестпрограмме. Если конкретнее, то речь шла о возможностях льготного кредитования малого и среднего бизнеса, перспективах строительства глэмпингов в республике и обсуждались дорожные карты взаимодействия с абхазскими ведомствами. Все это будем обсуждать в студии с главой Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам парламента Абхазии Бесланом Халваш. Беслан Викторович, мы рады вас видеть в нашей студии. Спасибо. Здравствуйте. Прежде чем перейдем к обсуждению планов по новым программам взаимодействия Абхазии и России, итоги предыдущей программы в парламенте уже обсуждались. И есть ли у вас какие-то вообще данные, как реализовывалась, предыдущая инвестпрограмма, программа социально-экономического... Отчетов по прошедшей инвестпрограмме пока еще не было. Мы и ни в комитете, ни в парламенте не обсуждали итоги выполнения инвестпрограммы, которая была предусмотрена ранее. Промежуточных тоже итогов пока никаких данных нет. Пока итогов никаких мы не подводили, потому что статистику и информацию от исполнительной власти пока не имеем. Интересно будет, конечно, такие цифры и такие данные получить, и обязательно надеемся с вами эти данные тоже здесь с удовольствием обсудить. Перейдем к визиту делегации Минэкономразвития. Один из главных вопросов – это вопросы льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Что вы вообще об этом думаете, о такой программе и в каком виде она может? Потому что сейчас между российской и абхазской стороной обсуждается форма взаимодействия. Как эта помощь будет оказываться, через какие банки, в каком виде? Я пару лет, будучи депутатом, участвовал в работе рабочей группы по развитию малого и среднего предпринимательства в Министерстве экономики Абхазии. И принцип работы и принцип оказания помощи малому бизнесу для развития, и имею очень хорошее представление, будем так говорить, бюджетом нашей страны предусматривались ежегодно средства для поддержки малого и среднего бизнеса. Эти суммы, которые предусматривались, практически ежегодно росли. Мы этот год был в этом плане рекордным. Более 300 миллионов рублей были направлены на поддержку малого бизнеса, из которых 200 миллионов рублей это были средства именно абхазского нашего национального бюджета, более 120 миллионов рублей это была помощь Российской Федерации в поддержке малого бизнеса. Насколько я знаю, у нас идут обсуждения бюджета следующего года. На следующий год, отрадно отметить факт тот, что эти суммы будут еще увеличиваться. Эта сумма дойдет до 500 миллионов рублей, из которых, как мы знаем, 150 миллионов рублей это будет помощь Российской Федерации для поддержки нашего малого бизнеса, в частности, на развитие строительства глэмпингов в нашей стране. Про глэмпинг обязательно поговорим, но мне бы хотелось и слушателям объяснить. Мы часто от экономистов, от экспертов слышим, что очень важен для экономики малый и средний бизнес. Почему простым языком для тех, кто в экономике не так глубоко разбирается, не так хорошо разбирается, как им объяснить, почему малый и средний бизнес он важен для экономики любой страны? Для экономики любой страны важно развитие малого бизнеса для того, чтобы создать категорию граждан от среднего такого достатка, который государство не должно состоять только из очень богатых людей или бедных людей. Те люди, которые хотят, есть категория людей, которые должны заниматься малым бизнесом, категория и социальный слой, наших сограждан должен быть, что средний класс, о котором мы постоянно говорим, формирование среднего класса. Не все могут быть олигархами, и никакого
желания нету, вот, чтобы разница между бедными и богатыми, эта разница увеличивалась. И именно создание среднего класса и понимая важность создания этого среднего класса среди нашего населения, мы, депутаты и правительство, принимаем посильные. Мы понимаем, что это далеко недостаточно, эти средства, хотя мы ежегодно увеличиваем эти средства, но мы создание среднего класса наших граждан, который будет заниматься вот в этом сегменте рынка. Если я не ошибаюсь, вот по налогам, если в разрезе посмотреть на поступление налогов в Абхазии, крупные налогоплательщики, да, они приносят доходы, но именно средний и малый бизнес составляет львиную долю поступлений налогов в сумме. Если я ошибаюсь, поправьте, пожалуйста, меня. Вот по статистике самые большие поступления в бюджет, они происходят, вот на первом месте у нас стоит торговля. А торговля находится в сегменте среднего бизнеса. Вот, то есть я права, получается, да, что они обеспечивают нашу экономику, они получается. обеспечивают львиную часть нашей экономики, за ними идут очень крупные бюджетообразующие предприятия в области связи, там, винзаводы, вот такие предприятия крупные, но торговля и туризм. Торговля и туризм львиную долю, а в этом задействованы именно люди, которые создают рабочие места в малом и среднем бизнесе. Если перейти к теме глэмпинга, это тоже одна из центральных тем, которая обсуждалась делегацией от Минэкономразвития вместе с абхазской стороной. На развитие глэмпингов планируют направить 126 миллионов рублей. Как вы относитесь к вот этому направлению туризма? Почему, на ваш взгляд, сделан акцент на этом? И насколько это действительно именно вот это направление для республики, оно важно, актуально и принесет пользу? Ну, это развитие бизнеса, учитывая объем, да, вот 150 миллионов или 126 миллионов не хватит для строительства какого-то крупного гостиничного комплекса, да. Это, я думаю, что выбор именно этого направления связан с тем, чтобы развивать объекты, малые объекты размещения для того, чтобы в них работали наши с вами простые сограждане. Видимо, эта цель преследуется, и я поддерживаю, честно говоря, вот эту идею. Но, с одной стороны, 126 миллионов не маленькая сумма для именно этого. Смотря для чего. Для глэмпингов. Для глэмпингов это немалая сумма, и это должно существенно помочь нашим гражданам, которые будут заниматься этим видом деятельности, и которые получат эту государственную поддержку. Если еще будут какие-то направления по малому и среднему бизнесу и какие-то другие формы поддержки? Мы говорим о российской помощи, да, вот, которая заключается в этой сумме. Помимо этого, как я говорил ранее, у нас есть статьи нашего национального бюджета, которые предусматривают оказание малому бизнесу, значит, помощи. Если в общем вместе с российской помощью сумма получится около 500 миллионов рублей, вы знаете, что решением президент дал указание на развитие и малого предпринимательства, и на развитие сельского хозяйства предусмотрены средства по 500 миллионов рублей. И это очень отрадно, и я приветствую правительство и руководство страны, которые понимают серьезность и необходимость развития малого предпринимательства и развития сельского хозяйства в нашей стране. А как вы думаете, почему такие приоритеты? Это так расставлены приоритеты. 500 тысяч на развитие сельского хозяйства. 500 миллионов. 500 миллионов на развитие сельского хозяйства. Это такое значительное увеличение по сравнению с тем, как эта отрасль финансировалась в этом году. Там есть комплекс, да, тех ожиданий, которые, да, вот, будут способствовать, первое, развитие сельского хозяйства, второе, создание каких-то малых предприятий в наших деревнях, чтобы не было оттока населения из наших деревень, чтобы люди чувствовали себя комфортно, занимались какими-то видами бизнеса на селе. Там комплекс решений
разрушается основа вот как бы нашего народа, да, основа нашей культуры, она в основном находится в нашем селе, и развитие села, то, чтобы наши молодые с вами сограждане не покидали село, не переезжали в города, это очень важно для того, чтобы люди, наше население, наши с вами сограждане чувствовали себя комфортно, проживая в наших селах. Мы должны уделять внимание на то, чтобы в этих селах была дорога, было все электрифицировано, были все условия для нормального, комфортного проживания наших сограждан, и чтобы нашим согражданам не пришлось покидать свои села для заработка в другие населенные пункты. Но эти программы финансируются, да, и развитие сельского хозяйства, и малого и среднего бизнеса. Это не первый год происходит, но если посмотреть на данные Государственного таможенного комитета по объему импорта и экспорта, мы наблюдаем такую тенденцию, что вообще из года в год импорт увеличивается, экспорт уменьшается. Данные таможенного комитета мы рассматриваем по сумме товарооборота, да, по цифрам. Цифры составят объективное увеличение товарооборота. Общий товарооборот, общий товарооборот, увеличение стоимости перевозимых, потому что инфляционные процессы тоже идут. Если товары дорожают, поэтому товары дорожают, и общая сумма, и та информация, которая есть в таможенном комитете, она, естественно, будет увеличиваться. Ну, и увеличивается количество наших туристов, которые приезжают в нашу страну. Это вот много компонентов. Да, мы еще не подошли к той черте, чтобы уменьшать, наоборот, импорт из соседних наших стран. К этому наша экономика еще не готова, но те меры, которые принимаются, я думаю, что будет способствовать другому балансу. Ну вот все, о чем мы говорим, да, инвестиционная программа развития, это все нацелено на то, чтобы мы стали крепче экономически. Да. Но эти цифры показывают, что производства мало в республике, да, на экспорт мы мало товаров производим, падение по некоторым позициям, там есть падения, связанные с объективными причинами, там, с провалом Хамсовой Путины. Да. Тоже существенные снизились. У нас, вот по реализации по Путине у нас проблемы с винзаводом по экспорту винной продукции. У нас есть по трикотажной продукции. У нас в стране несколько фабрик работают швейных, и некоторые из них как бы в стадии закрытия, но ведутся переговоры, мы озвучивали эти проблемы, ведутся переговоры, вопросы как бы поставлены, и ищутся пути решения этих проблем. А винзавод вы упомянули. Какие проблемы с экспортом могут быть у главного экспортера абхазских вин? Да, акцизные пошлины в Российской Федерации, они очень сильно увеличены. Стоимость нашей продукции в России может быть очень высокая, неконкурентоспособная. Вот есть определенные моменты, которые разрешаются руководителями и собственниками этого винзавода. Я знаю, что им активно помогает наше правительство. Посмотрим, какие результаты будут. Это сейчас, в настоящее время, эти переговоры идут? Ну, это уже идет на протяжении определенного времени. Да. Эти проблемы, они частично возникали всегда. Ну, основной экспорт на сейчас позиции остается цитрусовая продукция. Цитрусовая продукция. Вот там неплохие показатели в этом году. Винная продукция. В этом году по цитрусам для послевоенного периода может получиться так, что мы побьем рекорд прошлого года. Я думаю, вот так вот. Но я хочу, чтобы наши радиослушатели знали, что производство, налаживание бизнеса, которое будет связано с тем, что его можно будет реализовать в Российской Федерации, учитывая конкурентную среду, учитывая наличие и разнообразие товаров, которые есть, да, это очень тяжелые
процесс, мы должны найти для своей экономики те сегменты рынков, которые могут участвовать на рынке Российской Федерации. По некоторым позициям у нас нет шанса конкурировать с теми производителями, которые экспортируют в Россию или же производятся в самой Российской Федерации. Мы должны знать объективно, что как бы шансы на это не очень велики. Над чем стоит работать. Но смотрите, какая история. Еще несколько лет назад вы тоже, наверное, помните, как некоторые владельцы хозяйств там, с цитрусовыми садами пытались даже вырубать, потому что не могли продать. А что сделали некоторые крестьяне? Они стали высаживать ранние сорта, которые востребованы на российском рынке. И сейчас поэтому мы видим интересные показатели по экспорту, потому что на российском рынке пока нет привозных мандаринов в таком объеме, и абхазские мандарины ранних сортов, они могут хорошо продаваться и по хорошей цене. Поэтому вот мы с владельцами этих хозяйств, когда общаемся, они говорят, что мы переориентировались многие на ранние сорта, потому что еще рынок не занят так сильно, и мы вот такую нишу пытаемся занять. Вот. Абсолютно с вами согласен. И помимо того, что они начали высаживать ранние сорта мандарин, наша цитрусовая продукция действительно она была и пользовалась, и пользуется очень большим спросом в Российской Федерации. Мы имеем только по бренду абхазские цитрусовые, да, уже конкурентное определенное преимущество. И если наши крестьяне воспользуются этим, это будет очень хорошо. Но я хочу, чтобы вы знали, чуть-чуть маленький спад с экспортом цитрусовых был связан с условиями прохождения таможенного контроля, санитарных каких-то норм, с изменением условия ввоза в Российскую Федерацию наших цитрусов. Мы с вами помним послевоенное время, когда люди на тачках, там какие-то были одни, значит, нормы прохождения через эту границу, через таможенную территорию. Но в последнее время эта ситуация чуть ужесточилась, и наши крестьяне должны знать о том, чтобы при экспорте из Абхазии мандарин в Российскую Федерацию надо готовить соответствующие документы. Можно как бы создавать элементы некой кооперации производителей этой продукции для того, чтобы выполнять все необходимые санитарные нормы, таможенные процедуры для того, чтобы централизованно перевозить. Я думаю, что увеличение экспорта мандарин связано еще и с тем, что люди к этой истории как-то чуть-чуть наловчились и уже начали кооперироваться для того, чтобы собирать необходимые документы для прохода через таможенную, через границу и через таможню Абхазии и Российской Федерации. Ну и предприятия создаются, которые скупают у населения и берут на себя вот эту ответственность за документы и за перевоз продукции через границу. Но вообще, когда мы говорим о финансовой помощи, о том, что нас ждет в 26-30 годах, но надо сказать, что в этом году эта финансовая помощь от России, она составила более 8 миллиардов рублей в совокупности. Насколько это эффективно расходуется, вам предстоит проанализировать. Это, наверное, во время обсуждения нового бюджета будет происходить в парламенте. Я хочу, чтобы наши граждане знали о том, что по развитию малого и среднего предпринимательства все суммы, вся та помощь, которая оказывается и малому и среднему предпринимательству, в основном средства идут на софинансирование, на выплату заработной платы, пенсии. Есть определенные статьи, которые они защищены, их перенаправлять в какие-то другие мероприятия. Это не то, что запрещено, это очень серьезно отслеживается, в том числе и аудиторами из Российской Федерации. Контрольная палата, мы ежегодно при рассмотрении отчетов по выполнению бюджета за прошедший год, ежегодно контрольная палата проводит очень тщательные проверки на предмет использования направленных средств на те цели, которые были предусмотрены и в бюджете, и в тех соглашениях, которые есть у нас между Российской Федерацией и Абхазией.
Беслан Викторович, блок экономических вопросов я на этом завершаю. Хочу воспользоваться оставшимся временем и обсудить в парламенте последние новости, которые, в том числе с вашим участием, это вопросы, касающиеся энергетики, вы обсуждали в комитете. Расскажите, пожалуйста, вы выступили за то, чтобы не повышать плату за электроэнергию физлицам. Да. Почему вы против? Расскажите, что вы обсуждали с министром энергетики. Ну, сегодня экономический комитет во главе с Резо Платоновичем Зонтари, они проводили слушание, правительственный час, в котором я тоже принимал участие. Я считаю, что повышение тарифов должно быть связано с собираемостью этих тарифов. Я не считаю, что на одну и ту же часть наших граждан, добросовестных плательщиков, должно быть возложено бремя содержания нашей энергетической системы. Эти процессы должны идти параллельно. Ну, действительно, вы знаете, да, одни платят ежегодно всю свою жизнь, а другие, как и в отношении этих людей, ничего мы не можем сделать. И я действительно считаю, что это должно быть связано, помимо организации мероприятий по собираемости, по учету и потреблению электроэнергии, есть еще социальная сторона этого вопроса, при котором, не повышая существенно и ни заработных плат, ни пенсионного обеспечения людям делать такую нагрузку, тоже, я думаю, что не очень оправдано. Я хочу обратить ваше внимание, что я имею только физических лиц, наших с вами сограждан, которые пользуются электроэнергией. В отношении юридических в отношении юрлиц и предпринимателей, я считаю, что есть еще какое-то маленькое пространство, которое надо достичь. Эти люди занимаются бизнесом, они должны в стоимость своих услуг, в стоимость своего бизнеса вкладывать, в том числе стоимость этой электроэнергии. Но социальная сторона, это наши с вами сограждане, мы должны, на мой взгляд, я буду убеждать и правительство, и наших коллег о принятии необходимых мер, которые будут на этом этапе не будут увеличивать тарифы за электроэнергию физическим лицам. Как быть тогда с поэтапным повышением платы за электроэнергию? Может быть, с Нового года заморозка этого решения? Как вы думаете, с Нового года ведь должны были вырасти тарифы, еще должны вырасти? Я не знаю, какое решение будет принято. Это принимается не парламентом, есть постановление правительства. Но я думаю, что правительство учтет мнение наших и депутатов, и наших граждан. Действительно, социальная напряженность может только возникать в этом плане. Еще раз повторяюсь, на одну и ту же определенную категорию наших граждан возлагать бремя несения затрат по содержанию энергетической системы, я думаю, что это не совсем оправдано. Надо параллельно к этим процессам идти. На какой-то маленький период надо остановиться и посмотреть, что у нас все-таки происходит вокруг. Ваше мнение действительно логично, но, с другой стороны, энергетики говорят о том, что нам нужно устанавливать приборы учета. Где взять деньги на эти приборы учета, если не брать у населения плату за электроэнергию? Депутаты прекрасно понимают необходимость налаживания системы по учету и потреблению электроэнергии. Последние годы именно больше всего нынешним созывом парламента ежегодно предусматриваются бюджетные дотации Черноморэнерго, и эти средства окрашены на то, чтобы у них была возможность приобретать и устанавливать приборы учета. Вот, к примеру, на этот год бюджетом страны было предусмотрено 200 миллионов рублей, из которых только 40 миллионов рублей освоено. Вот вопрос. Мы предусмотрели, соответствующие депутаты парламента, одновременно изъявляя желание о том, чтобы не делать такую серьезную финансовую нагрузку на наших граждан, параллельно они в том числе думают, как помочь энергетикам справиться с этой ситуацией. И мы для этого, на мой взгляд, сделали все. Мы предусмотрели соответствующие дотации в размере 200 миллионов рублей, еще раз повторяюсь, 40 только из которых были освоены. Интересная информация. А у энергетиков не пытались спросить, почему? Вот вам деньги, почему не пользуетесь деньгами? У энергетиков в том числе сегодня тоже спрашивали.
эти средства, как предполагается, значит, они могут быть якобы использованы для оплаты перетока в конце этого года, как резервы их хотят использовать. А в новом бюджете уже наверняка примерно понимаете, какая поддержка энергетической отрасли будет оказана? В том же объеме или больше? Какие идеи обсуждаются в парламенте? Ну, идея, по крайней мере, я считаю, что не меньше должно быть оказано этой помощи. Если учитывать оплату перетока в прошлом году, вы знаете, какие проблемы были в конце прошлого года и какая сумма из нашего бюджета была оплачена за переток электроэнергии из Российской Федерации в Абхазию. Это тоже своего рода помощь нашего бюджета, нашего государства. Да, это же тоже своего рода помощь. Вместо предприятие, которое должно, значит, покупать и перепродавать электроэнергию нашим согражданам, из бюджетных средств оплачивается переток. Это тоже, я думаю, что очень большая помощь. У нас очень серьезные проблемы в энергетике страны в целом. Нам очень серьезно надо подумать о том, что мы должны делать. И в первую очередь у энергетиков должна быть, сегодня мы как раз это обсуждали, стратегия развития энергетической отрасли на ближайшие 5, 10, 15 лет, для того, чтобы мы были самодостаточным в плане потребления электроэнергии государства. То есть не просто план на эту зиму, а как минимум на 5 лет, как действовать. Беслан Викторович, большое спасибо, что были с нами в студии. Благодарю вас. Спасибо. До свидания.